Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наш вебинар. Вебинар, посвященный созданию... Сейчас я звук выключу. Вебинар посвящен созданию электронных площадок образовательных организаций Республики Коми на единой системе электронного обучения edu.rkomi.ru. Коллеги, попрошу в чате откликнуться, как меня слышно, видна ли моя презентация. Можно 2 плюсика поставить, значит, вы меня слышите, и моя презентация видна. Так, ну, вижу, что плюсики поставили. Напоминаю, что если, сейчас, секундочку, если у вас зависло видео, либо не показывает презентация, то попробовать обновить браузер Ctrl+F5, либо выйти из вебинара и зайти по новой вебинар по той же самой ссылке. Но если уж еще один вариант, это поменять браузер. Когда вы выходите и снова заходите, там, где у вас окошко видео, есть значок play. То есть надо будет нажать значок play. Но это такие общие правила, когда мы работаем на платформе Proof.me, вот их надо придерживаться. Ну, конечно, если из этих пунктов ничего не помогло, ну, предлагаю вам посмотреть запись этого вебинара, которую мы выложим в понедельник по той же ссылке на видеозале на сайте Крiro. Итак, что мы имеем? Что мы имеем на сегодняшний день? Коллеги, что представляет из себя электронная информационно-образовательная среда образовательной организации? Что она должна обеспечивать? Вот это взято у меня из ВГОС. Она должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим программам, учебных предметов, курсов, дисциплин, курсов неурочной деятельности, электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. Это у нас реализуется через ваш сайт, официальный сайт образовательной организации, и также в разделе «Документы» Государственная информационная система электронное образование вы можете тоже там разместить ряд вот этих документов. Кстати, в системе Государственная информационная система электронного образования есть и демонстрационные курсы учебные. Вот. Следующий пункт – это формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ, оценок и так далее. Ну, это мы все знаем, что это ГИСО, это электронный журнал. В электронном журнале у нас есть портфолио учащегося, также портфолио учащегося находится еще в модуле «Одаренные дети», если дети участвовали в каких-то мероприятиях, включенных в перечень мероприятий для включения в модуль «Одаренные дети». Фиксация и хранение информации о ходе образовательного процесса. Это тоже у нас ГИСО, это журнал, и здесь все нормально. Вот следующий пункт – проведение учебных занятий, процедура оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. А вот здесь вот как раз платформы для проведения учебных занятий у школ, ну, у некоторых есть, у единиц у нас в республике есть, и, в общем-то, у остальных образовательных организаций нет. Возможно, многие из вас используют платформы с верифицированным контентом РЭШ, Российская электронная школа, УЧРУ и так далее, которые мы получаем доступ через edu.cont.ru. Кстати, по-моему, все платформы, по крайней мере, была информация про МЭО, открыли опять регистрацию, и можно на edu.cont.ru, сейчас я в этот самый чат скину вам цифровой адрес, хотел скинуть. Event.
edu.event.ru. Да что такое, не тот адрес. Сейчас, секундочку. Edu.conт. Все-таки. Не Edu.conт. На этой платформе вы можете продолжать регистрацию для использования вот этих платформ, о которых я уже сказал. Значит, с верифицированным контентом. Но у нас еще требуется, чтобы у каждой образовательной организации была своя площадка. Ну и вот последний пункт – это взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронно, асинхронно и так далее. Это у нас система видеоконференц-связи. Поскольку идет внедрение такой системы видеоконференц-связи, как Spherum, поэтому я скажу только о Spherum, остальные, пожалуй, вы все знаете. И сейчас в Республике Коми идет внедрение этой системы. Вот, то есть вот этот раз, два, три, четвертый пункт у нас еще остается неосвоенным в том плане, что нет площадок у образовательных организаций для проведения учебных занятий. И поэтому в связи с этим Министерством образования был издан приказ номер 791 от 24 декабря 2021 года. А этот приказ у вас должен быть, ну, по крайней мере, в управлении образованием. Этим приказом утверждается дорожная карта по реализации, по упорядочиванию реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И в разделе 6 этого приказа, я его быстренько пролистаю, в разделе 6 этого приказа говорится о том, что должны быть сформированы электронные площадки образовательных организаций на платформе «Единая система электронного обучения» для организации обучения с применением DOT, электронного обучения и создания личных кабинетов обучающихся. На самом деле личные кабинеты обучающихся есть у нас и в ГИСЭО, есть они и на этой площадке. В связи с этим, значит, как можно попасть на эту площадку? Значит, на эту площадку в связи с этим, значит, выполняя этот приказ, КРИРО создал для всех образовательных организаций Республики Коми электронные площадки. Значит, вы можете попасть на эту площадку с сайта КРИРО. Вот у меня на скане сайт КРИРО. И в правом столбце баннеров у нас есть целый раздел «Методическая поддержка обучения с применением электронного обучения и DOT». И в этом разделе, если вы зайдете, щелкните по этому баннеру, вы попадаете в раздел нашего сайта, и в левом меню можно увидеть электронные площадки образовательных организаций. Электронные площадки мы сделали на единой системе электронного обучения. Вот электронная площадка. Когда вы зайдете на сайт edu.rcomi.ru, здесь вы увидите сразу с рисуночком, остальные папочки без рисуночков, одна папочка с рисуночками. С рисуночком электронные площадки образовательных организаций. И есть категории всех муниципалитетов. Всех муниципалитетов есть категории, и в каждом муниципалитете создана электронная площадка для каждой школы. А наша
и ваша задача сейчас определиться, нам надо, и в письме, об этом письме я писал, нужно определиться с людьми, которые бы сопровождали или модерировали эти площадки. Естественно, мы будем оказывать помощь, но мы не сможем для всех образовательных организаций, как бы, сколько мы сможем, поможем помощь, окажем помощь, но где-то должны проявить вы тоже свою самостоятельность. Поэтому, когда мы говорим о цифровых кураторах и о цифровых тьюторах, цифровые кураторы – это представители, специалисты управления образования. И мы создали площадку для управления образованием. Не знаю, она будет использоваться или нет, но, как бы для чего нам нужны цифровые кураторы? Ну, скорее всего, для контроля, для того, чтобы посмотреть, как ваши образовательные организации в муниципалитете работают на этих площадках. Роль цифровых тьюторов здесь будет, скорее всего, им придется осваивать Moodle. Мы практически на протяжении прошлого всего года проводили достаточно много, 8 или 9 вебинаров по работе на системе дистанционного обучения Moodle. Значит, конечно, мы будем и в этом году продолжать. И вот уже в середине февраля у нас намечен тоже вебинар по работе в этой системе, по созданию некоторых курсов. Ну, для чего можно использовать эту площадку? Прежде всего, это для создания и разработки дистанционных курсов. Я сейчас вам покажу пример одного из этих курсов. Еще напомню. Значит, я сейчас переключусь. Так, значит, что у нас тут? Да, вот, значит, и сейчас вы сможете зайти на площадку, и мы сделали в Усть-Илимском районе в 2 школах, вот мы сделали, там вы увидите, везде будут цифры 0, а вот по биологии цифра 7. То есть по биологии здесь размещено 7 курсов. Значит, вы можете сейчас зайти по адресу edu.ercomi.ru. Вы можете, напоминаю, что кто не зарегистрирован, вы можете зарегистрироваться на этом портале, но вы можете использовать в качестве логина и пароля логин и пароль от ГИСЭО. При регистрации детей дети тоже могут использовать логин и пароль от ГИСЭО. Вот. Единственное, что надо будет сделать еще дополнительно, это дозаполнить карточку в личном кабинете. То есть ввести еще адрес электронной почты, ввести образовательную организацию и ввести образовательную организацию. И потом подтвердить, на почту придет сообщение, и подтвердить потом можно свой адрес электронной почты. Значит, сейчас я включу демонстрацию экрана. И что мы еще сделали? Нам надо с вами как-то зафиксировать, кто же у вас будет тьюторами, чтобы мы могли вам дать права для работы на площадке. То есть мы дадим вам права управляющих на этих площадках, а вы уже будете добавлять учителей, учеников. И если у учителя какой-то курс появится, вы сможете размещать там курсы. Но если кто-либо из учителей даже сделает курс, то на первых порах мы даже вам поможем разместить. Вот. И, в общем-то, в последующих вебинарах, сегодня чисто установочный, в последующих вебинарах мы тоже расскажем, как создавать курс и как размещать на курсе материалы. Ну вот здесь пример как раз вот приведен некоторого курса по биологии. Посмотрите, можно вставлять красивые картинки. Здесь сейчас я не буду переходить. Здесь у меня ссылочка хотя проверю, работает? Нет, в Профми не работает. Значит, сейчас я еще перейду в демонстрацию экрана и покажу вам этот курс. Вот так он может выглядеть. В курсе могут быть разнообразные картиночки красивые, красочные можно вставлять. Доска объявлений есть. Можно настроить форум, но в принципе форум это то же самое, что доска объявлений. Какой-то лекционный материал, видеозаписи. Вот здесь вот видите значок play. Можно вставить видеозаписи. Ну и, конечно же, контрольная работа. То есть это какой-то тест может быть, тест к уроку.
который выполняете, учитель видит, какие ученик ответил, что ответил правильно, что неправильно и так далее. Вот здесь как раз представлены все элементы и ресурсы в Moodle. То есть, что мы можем запускать. И когда вы выбираете какой-то из элементов, справа появляется описание этого элемента и то, что вы можете его использовать. Глоссарий, задание, на которые ученик либо отвечает, просто печатает, впечатывает, ну или копирует там из уже своего приготовленного ответа, либо прикрепляет файл в качестве ответа. Помните, у нас в GSL были проблемы с прикреплением файлов, когда система у нас не выдержала такого количества домашних заданий и перестала работать. Здесь можно прикреплять. Лекция, то есть какой-то теоретический материал, может быть обратная связь, то есть это какой-то опрос может быть. Пока такие общие, пакет SCORM, ну, здесь немножко сложности будут, но тем не менее можно сделать. Это когда, может быть, проходили такие курсы, когда курс в виде такой мультимедийной презентации, где можно отвечать на вопросы, можно проходить материал дальше, отвечать на вопросы в виде, можно сказать, видеофайла проходит это все. Рабочая тетрадь есть, можно семинар организовать, но тоже здесь как бы, ну, есть некоторые сложности, наверное, для более продвинутых. Вот, тесты, форум-чат, ну и ресурсы. Это опрос, то же самое. Следующий слайд у меня продолжение будет. Следующий слайд продолжение. Ну вот мы знаем, что у ряда образовательных организаций есть такие площадки. И просто тогда в своей площадке вы можете оставить ссылку на вашу рабочую площадку. Ну, как правило, у школ эти площадки закрыты. Ну, сейчас я переключусь в презентацию, переключусь в показ экрана, и давайте посмотрим, что у нас есть на этом сайте, на нашем, и что нам надо сделать. Что нам надо сделать, чтобы эти площадки заработали. Так, ну, жду, когда у меня показ экрана заработает. Пожалуйста, в чате ответьте, пожалуйста, работает ли, виден ли мой экран. Виден ли мой экран? Плюсики поставьте, пожалуйста. Отлично, виден. Коллеги, значит, ну, во-первых, вот я зашел в единую систему электронного обучения edu.rcomi.ru. Ну, давайте выйду. И что мы увидим при входе? Мы увидим логин и пароль. Вот здесь инструкция, если у вас нет учетной записи. Видите, у меня учетная запись от GSEO. От GSEO ввожу ее и захожу. Если у вас нет учетной записи на GSEO, не знаю, вот честно говоря, не проверял у профессиональных образовательных организаций, если они захотят тоже участвовать здесь, не могу сказать. Но у школ у всех есть, у доп. Образования тоже есть. Создать учетную запись. Здесь есть инструкция, и как бы по ней мы действуем. Заходим в систему. Обращаю ваше внимание, значит, вот тут категории курсов и электронные площадки образовательных организаций. И вот здесь мы сделали 2 курса. Это площадка муниципальных цифровых кураторов, это управление образования. И данная площадка предназначена для регистрации цифровых кураторов в муниципалитете, ответственных за ведение школьных электронных площадок. Ну, то есть это люди, которые будут смотреть, проверять. Смотрите, сейчас прокуратура предъявила претензию Министерству образования, что у школ вот нет таких электронных площадок. И действительно, если взять, то у нас несколько школ, которые эти площадки имеют. Также прокуратура может предъявить и управлению образования. Покажите ваши электронные площадки ваших образовательных организаций. Вот цифровой куратор должен знать, что творится на каждой из площадок вашей школы. То есть периодически смотреть, проверять, входить, кто работает, кто не работает. Вот, и аналогично школы. И площадки цифровых кураторов. Здесь вы нажимаете, у нас устроена здесь самозапись. Пока просто здесь только форум у нас есть. Какие-то вопросы, возможно, будем обсуждать в форуме.
То есть у вас система спросит записаться на курс, вы отвечаете «да, записаться на курс». Ну, давайте я посмотрю, есть ли у нас уже записанные на курс. В разделе вот в этом меню пользователи записанные на курс пользователя. Да, молодцы. Вот уже у нас 6 человек записались, молодцы, ждем остальных. То есть 6 муниципалитетов у нас уже есть. И вторая площадка – это площадка цифровых тьюторов. Здесь должны записаться тьюторы образовательных организаций. То есть кураторам управления образованием мы открываем доступ на всю категорию муниципалитета, а школам открываем только на, вот я зайду сейчас в Усть-Цилимский район, мы здесь, в каждом муниципалитете все школы уже сделаны, и мы просто в 2 школах Усть-Цилимского муниципалитета сделали вот в Синегорской и в Пижемской 2 варианта, как может быть. Ну, вернусь к электронным площадкам, а потом мы посмотрим. Итак, тоже записывайтесь на этот курс. Здесь мы немножко изменили представление, то есть вот в виде квадратиков здесь представление. Вот. Ну и здесь у нас тоже уже, наверное, пользователи есть. Да, их достаточно много. 2 страницы, на каждой странице по 20 человек. 25 человек тоже у нас уже есть. Вот сейчас вы зарегистрировались как учащийся. Но, значит, я вам, во-первых, поменяю роль на учитель, и в этом случае у вас будет возможность, ну и учащийся может участвовать в форуме, но и как учитель вы можете создавать там какие-то свои, попробовать уже создавать какие-то свои курсы и что-то попробовать делать. Значит, роль я у вас у всех поменяю в ближайшее время, сегодня вечером или, может быть, завтра. Конечно, надо было бы поменять сегодня. Ну, вот так вот. Вот так вот меняется роль. Когда вы заходите в учащихся, участникам меняется роль. Итак, надо будет определиться в школе с цифровым тьютором, зарегистрироваться, то есть записаться на этот курс. Вот. И потом мы вам вот в течение следующей недели уже откроем доступ. Что можно также на ваших площадках сделать и форум, обсуждение каких-то вопросов. Можно форум и можно размещать уже какие-то отдельные курсы. Каким образом вы будете размещать? Вот зайдя в одну из школ, Пижемскую, например, видите, мы здесь сделали вариант по предметам. То есть предметы, а в предметах уже есть классы. Хотя можно сделать и наоборот. Так, коллеги, вернусь в чат, посмотрю, у нас там минусов нет. Так, все видно, отлично. Хорошо, возвращаюсь назад, демонстрацию экрана. Не включил я. Обычно, когда вы проводите онлайн-уроки, и многие из вас сейчас, наверное, проводят онлайн-уроки с детьми, когда мы включаем презентацию экрана, практически везде мы не видим в этом случае ни чат, ничего. Поэтому я в этом случае использую еще один компьютер для контроля. Да, сейчас я ссылку на эти площадки кину, чтобы вы не искали. Ссылочку я кинул. Ну, как раз на всю категорию пока. А там вы уже выберете, какая ваша площадка. Вот. И мы с вами зашли в Усть-Цилимский район. Усть-Цилимскому району повезло. И в частности повезло 2 школам. Вот. Видите, 7 курсов в этой школе есть и 20 курсов в этой школе. Так, открою в новой вкладке. То есть вот есть предметы. Можно по предметам, а можно сделать по классам сразу, а потом уже в классах предметы. Вот здесь по классам, а в классах уже вот здесь 9 класс у нас есть. В классе какие-то предметы есть. То есть у вас образец того, как можно это делать, уже есть. Вот по предметам
И мы можем зайти в биологию. Курс один и тот же размещен, мы просто его скопировали. Вот курс биология, который я вам показывал на скриншотах. Здесь мы можем запустить какую-то инструкцию, видео. Здесь мы можем использовать глоссарий, например. Здесь можно запустить опрос. Ну вот он меня тоже просит записаться на курс по биологии и там проводить какие-то действия. Так, пока здесь открыт гостевой доступ, можете посмотреть, познакомиться с этими курсами. Вот. То есть вот вариантов два, как вам лучше будет размещать материалы. Так, ну и здесь тоже биология. Открыть. Ну и вот в частности 9 класс. Биология 9 класс. Значит, смотрите, уважаемые коллеги, на самом деле у нас здесь уже есть ряд курсов на нашей платформе. Если я вернусь в главное меню, это я должен щелкнуть по гербу, выхожу с этой площадки, возвращаюсь на главное меню. В разделе «Образование», «Педагогические работники». Нет, не педагогические работники мне нужны учащиеся. Основное общее образование. Видели, да? 65 курсов у нас здесь размещено. Вот оно, 65 курсов в основном образовании. В частности, 16 курсов по истории. Первоначально у нас было предложение, посмотрите, история все классы. Причем эта история уже сделана в соответствии с новыми ВГОСами. Но учителя истории могут зайти все-таки посмотреть еще и курсы, может что-то доработать. Это вот как раз учителя дорабатывали под себя, они ведут эти уроки. Смотрите, внизу у нас сайта у нас есть «Подать заявку». И вы можете заполнить заявку и внизу там указать, что вы хотите быть учителем на таком-то предмете. История 20 век. И я вас добавляю туда учителем, чтобы вы могли посмотреть вот эти материалы и подумать, они подходят вам или нет. То есть вот это уже готовые курсы. И мы могли бы их сразу вам перекинуть в вашу школу. Хотя можно было бы здесь использовать, но я боюсь, если все учителя истории Республики Коми начнут использовать вот этот раздел, то мы можем потеряться, то есть будет большое количество детей, и мы можем потеряться. Дети могут потеряться, а так они будут знать, что у них есть школа, мы этот курс перекинем вам туда, и вы работаете чисто в своей школе. А здесь, единственное, можно было бы и здесь работать, у нас в Moodle есть возможность создавать классы или группы. На самом деле, по терминологии Moodle это группы, ну а здесь вы можете группу в виде класса создавать. Итак, сделана история у нас. В основном общем образовании. За страницами учебника это курсы для подготовки к ОГЭ, для девятиклассников. Тоже учителя Центра дистанционного обучения, Республиканского центра обучения делали их. Для малокомплектных школ был тоже такой проект, и вот эти курсы были сделаны. Сейчас они в доступе, вы их можете использовать. Тоже заявочку отправляете. Прошу сделать меня учителем на курсе математика. Вот, 9 класс. И здесь можно посмотреть, какие есть задания для подготовки ОГЭ для девятиклассников. Вот такой курс он сделал. Разрабатывала его Ольга Евгеньевна Хребтова. Вот, и вы можете его использовать. Дальше есть курсы по географии. Но эти курсы, скорее всего, надо пересматривать. Они были сделаны достаточно давно. И они, скорее всего, не соответствуют сейчас в ГОС. То есть надо пересмотреть.
Аналогично биология. Тоже были сделаны давно, и, скорее всего, их надо пересматривать. Пересматривать, что-то менять, возможно. Вот такой курс по биологии здесь. Ну, в принципе, я вам его уже, образец его показал, этого курса. Так, дальше есть у нас по физике. Тоже по физике есть курс по всем классам, но тоже надо пересматривать. Надо посмотреть, все ли здесь нормально. То есть вот эти курсы по вашей заявке мы можем переместить в вашу школу, если вы их будете использовать. То есть сначала надо посмотреть, написать мне заявочку, что вы хотите посмотреть эти курсы, и я вас включу учителем на эти курсы. И мы вам их перенесем по вашей заявке. Ну, что-то есть по геометрии, скорее всего, что-то есть по физкультуре. Это кто-то из учителей просто пробовал, наверное, делать. Не знаю, что-то тут есть или нет, тоже можно посмотреть. Возможно, даже мы гостевой сейчас доступ откроем вам, чтобы вы все это могли посмотреть. Вот такая платформа. Вот такие курсы можно создавать. И для зарегистрировавшихся, кто уже зарегистрировался, я буквально завтра уже открою вам доступ к вашим площадкам. Еще раз вернемся на площадки. Они находятся вот на главной странице, когда вы щелкаете по гербу, да, возврат на главную страницу, и мы видим здесь электронные площадки. Вот они у нас, муниципалитеты. Вот все муниципалитеты. И если мы заходим в муниципалитет, там все электронные площадки школ. Татьяна пишет, что ее интересует курс по физкультуре. Коллеги, там, скорее всего, что-то сыроватое. Да, напишите мне заявочку, я вам открою доступ, и вы посмотрите, что там по физкультуре. Но, по-моему, там... Сейчас глянем, давайте, что у нас есть по физкультуре. Так, основное. Для среднего образования тоже есть. Для среднего образования есть, по-моему, физика. Да, вот физика есть, 10-11 класс. Оксана Сергеевна Шуктомова делала. Вот как кто-то делал индивидуальные проекты на этой площадке. Да, можно использовать для учащихся 11, где у нас индивидуальный проект, можно использовать это. Так, по ОБЖ что-то тоже есть, но не скажу, насколько там качественно все сделано. Предлагаю на метод объединения совместно все это посмотреть, вот, и определиться. Так, учащиеся, основное общее образование, физкультура. Да, буквально после семинара я вам открою доступ, если вы захотите посмотреть, что у нас там есть. Так, что-то у меня стало подтормаживать. Значит, еще как отправить заявку. Заявку мы отправляем. Ну, давайте в чат я вам вот прокручиваем вниз этого сайта. Хотите создать свой курс или права учителя получить на данном сайте, открывается у нас Google форма. Давайте я ее в чат сейчас отправлю тоже. И вы можете заполнить эту заявочку, и я вам открою. Да, вот Марина Анатольевна прокомментировала, что не обязательно создавать полные курсы. Вы можете использовать их для размещения каких-то материалов. Да, можно, в принципе, какие-то ссылки на основные наши платформы, вот, вернее, электронные ресурсы с верифицированным контентом, хотя я думаю, они все у вас есть в закладочках GISEO. У нас есть в закладочках GISEO создать ссылки. Раздел ссылок есть, и они могут быть у вас там, чтобы детям было удобно из электронного дневника переходить, если надо, на те ресурсы электронные, которые нам дают верифицированный контент. Коллеги, какие будут вопросы, предложения, замечания? Я думаю, мы в ходе нашей... Марина Анатольевна, может быть, у вас еще какие-то предложения есть?
Мы в ходе работы будем постепенно отрабатывать эти вопросы. Можно уже сейчас будет, завтра я открою тем, кто зарегистрировался, доступ к вашим площадкам, и в рамках форума это все делать. Да, начальная школа, конечно, у нас, ну, для начальной школы Moodle немного, наверное, будет сложноватым, но тоже знаю учителей, которые используют в том числе и для учащихся начальной школы. У нас есть начальное образование, вот здесь есть несколько курсов, ну вот в частности 39-я школа Воркуты, у них своя площадка, и там учителя английского языка достаточно активно работают на своей площадке. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Здесь пусто у нас. Кто-то просто попытался что-то сделать, но, к сожалению, пока чего-то хорошего для начальной школы у нас здесь нет. Мы будем надеяться, что, возможно, у нас появятся учителя начальной школы, которые увлекаются Moodle, и какие-то курсы мы здесь увидим. Какие-то курсы мы, может быть, здесь увидим. Так. Ну, тоже здесь пустой курс, ничего нет по коми-языку. Значит, коллеги, значит, как будут располагаться, какие предметы, да, это вы все определяете самостоятельно. Мы просто привели как пример. Вот некоторые учителя уже отправили заявочки, и сейчас я по окончании нашего вебинара подключу их. Коллеги, если нет вопросов, то тогда мы на сегодня заканчиваем. Да, структуру электронной площадки своей школы вы сами определяете. Это могут быть классы, как у нас в одной из школ. Эти школы открыты, вы можете зайти посмотреть. Усть-Цивимский район, 2 школы открыты. 2 школы открыты, вы можете зайти туда посмотреть. Там гостевой доступ настроен. Вот, Пижемская СОЖ и Синегорская СОЖ. Здесь у нас по предметам, по классам, а в той школе по предметам. То есть здесь вы сами тоже определяетесь. Ну, а внутри класса, соответственно. А в той школе внутри классов предметы. Как найти свой район? Ну, коллеги, показать экран. Сейчас покажу еще раз экран. Все районы у нас. Все районы. Вот здесь все районы представлены. Так, 5Ю4, 20. Показать еще, если здесь вашего района нет. Ну, это вот остались учреждения, которые подотчетны Министерству образования Республики Коми. Это наши физмат-лицей, гимназия искусств и остальные 5 учреждений, еще 4 учреждения. В районах уже школы тоже сделаны. Вам остается определиться, как вы делаете классы или предметы. Возможно, не надо сразу все делать, постепенно. То есть, ну, те учителя, которые примут решение, будут использовать, начинаем с них и постепенно наполняем. Спасибо всем за внимание. Удачных выходных всем и здоровья. В наше трудное время главное здоровье, и чтобы все было нормально.